Ваня Манасяна. Был май месяц 2021. Чисто случайно что-то меня так подташнивало, что-то так вот, уже не могу кушать как-то. Потом в зеркало стал смотреть, смотрю, худею, руки такие. И потом стал обследоваться, посмотрели, один врач такой мудрый и старый, говорит, у вас рак желудка. Ошибаются защитники, и Манасян с близкого расстояния сравнивает счет. У обеих команд не хватило сил сделать еще одну. نیمه‌های دوم سال‌های پنجم عصر 20 شهر استالیناباد. Жили мы на Путовском, где Путовский базар, до 7 лет. Семья, папа, мама, Манасян, Игнат Артемович, Манасян Арфения Григорьевна. Покойные уже они. Папа был слесарем, мама секретарь машинистка. У меня старшая сестра Манасян Неля. И вот я. Она 56-го года, я 58-го. پدر وزگین ایگنات در برابر تعمیر اسباب‌های روزگار روستای ماهیره. Прекрасные у него родители были. Дядя Игнат, мастер золотые руки. Он практически все мог делать. Мама его, тетя Феня, очень гостеприимная. Мы часто к ним домой приходили, она нам всегда делала их фирменное блюдо яичница по-армянски. А дядя Игнат, он был очень строгий. Он после игры всегда был такой серьезный очень. Мы ему говорим, дядя Игнат, ну, Вазген ведь забил, он говорит, он должен лучше играть. То есть он к нему относился очень строго. Мне дали имя Вазген в честь там, армянского этого, католикос всех армян, Вазген, первый. Поэтому. И даже и не мама с папой, а сосед назвал. Сосед был татарин один. Он говорит, давайте назовем Вазгена. Ну, мама назвала. Что я помню о детстве? Помню, что уже в садике мы играли в футбол. Вот это я четко помню. Даже сейчас у меня один друг в Америке, он большой футбол не играл, мы потом вместе с ним в США занимались, Додик. А садик был, где театр Лахути, там была 9-я школа, из 9-й школы был садик. Вот родители меня приводили, мы уже там футбол, воспитатели все кричали, сколько вы там стекол побили, еще что-то побили. Поэтому вот это воспоминание, что мы футбол в основном был. Кожаный мяч я играл 68-й, 69-й, 70-й. В 69-м команда называлась «Чайка» Душанбе. Мы выиграли республику и ездили на финал в Свердловск. В 70-м году называлась команда у нас «Таджикистан-70». 70-й год мы выиграли тоже первое место в своей группе, республику выиграли, но тогда была эпидемия чумы, и турниры «Кожный мяч» финал не проводился. Приехал, и вот мне было сколько? 13 лет, я только пошел в ДСШ, это на «Спартаке», ДСШ 5 было. Тренером у нас был Фарзер Рахманов Анатолий и Корчеев Виктор. Вот
Там я занимался до 18 лет. После этого вот поступил в Политехнический институт, где учились уже Валера Турсунов, там, Мосягин, Кузнецов, которые в Памире уже начинали играть. В 1978 году я поступил в Политехнический институт, играл в дубле Памира, и в институте была очень хорошая команда, которая играла на первенстве республики, можно сказать, нынешняя высшая лига. Были такие крепкие команды, как Ирригатор, Волга. В Лениногорской области очень было много команд, и в том числе команда Политехнического института. И вот я уже поступил на первый курс, и, будучи студентом, стал играть за институтскую команду. И тогда с Вазгеном мы познакомились, и он мне с первых дней как бы взял надо мной шефство. И как-то он сказал: говорит, детский футбол забудь, который вы там играли, здесь уже взрослый мужской футбол. Вот так мы с ним сблизились. Он и на поле был лидер, и в раздевалке был лидер. И в институте он был популярный, его все знали, уважали за его характер, за его жизнерадостность. Он в те годы уже был такой стильный парень, хорошо одевался, такая у него модная прическа была, хорошо танцевал, играл в ансамбле на, по-моему, ударном инструменте. Такой был разносторонний парень, любил очень музыку. Играл за Политехнический институт, это был 75 по 79 год почти играл. Потом в 79-м стал играть за дубль, и с 1 сентября меня поставили на ставку. Играл за дубль и забил 16 мячей. ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه 1 فوریه سال 2023 وازگن منسیان برای چند روز به شهر دوشنبه آمده است. واخری ما با او در یک روزی بارانی صورت گرفت. Приехал на свою, где родился, вырос. Очень рад еще раз приземлиться на нашей земле. Ваш родной стадион. Да, да. Сколько лет здесь я провел? 13, по-моему, сезонов, если не ошибаюсь, отыграл. Да, 79-го, считайте, уже я, да, почти 12, да. وازگن منسیان هرگاه به شهر دوشنبه آید حتما از ورزشگاه مرکزی دیدن میکند. این مکان است که او را به یادی گذشته میبرد. Давай я тебя тоже накрою, а то, чтобы ты вдвоем был. Да, но я-то здесь-то еще и был же и в сборной же работали с Мусином, поэтому и недавно я приезжал, это где-то, наверное, месяцев 5-6 летом приезжал, тоже был здесь. И действительно, ну, атмосфера та же, зоопарк, как всегда, рядом тоже, пока он стоит. Даже, я всегда шутил, говорю, даже когда Памир забивал голы, все животные кричали в зоопарке, приветствовали нас. Все смеются. Я говорю, когда я забивал голы, лев рычал. Они говорят, да нет, Игнат, что вы травите? Я говорю, спросите. А что? Я говорю, ну у нас просто зоопарк был рядом. И когда мы выиграли, все животные кричали, Памир, Памир. Они смеются, да. Потом в 79-м стал играть за дубль, играл за дубль и забил 16 мячей. Геннадий Иванович, вот, Чевченко, папа покойного сейчас, вот он приезжал и
смотрел, и потом мы стали вместе играть. Он говорит, пойду посмотрю, что там за армянин появился, который забивает за дубль голы. И как-то стечение обстоятельств получилось действительно. И вот с 80-го года это получилось у нас, был здесь зона Кубка СССР. Раньше по многим городам по 5-6 команд Душанбе были. ЦСКА, СКА Ростов, как сейчас помню, Гурия Ланшути, Уралмаш, еще одна команда. А играл Нарик Полубоюк, если помните, Марк Исаевич ставил его. Он был в нападении с Валерой Турсуновым. И там две команды выходили. И последняя игра у нас с Гурией была, мы уже не выходили из группы, поставили меня, мы играли в Нуреке. Выиграли 4-2, я забил 2 гола и Валера забил. И вот с 80-го года, получается, почти я 10-12 лет основной игрок нашей любимой команды «Памир Душанбе». Первая игра всегда запоминается. Я сейчас не помню с кем, но волнение было, большое волнение. Тем более я и Геннадий Иванович, и Валера Турсунов, здесь взрослые, которые играют, и Леня Кириленко, который 45-го года взрослый, Геннадий Иванович 48-го, там Шухрат Азамов, Виктор Равиджанов, Тарбаев был. Конечно, было волнительно. Над ним шесть. Как-то Геннадий Иванович взял надо мной шефство, и все так вот сложилось более-менее. дар байни солҳои 1981 ва 1983 Владимир Ғуломҳайдаров ба ҳайси сармураббӣ дар дастаи Помир фаъолият дошт. Вазген ҳамакнун дар дастаи аввал нахустин бозиҳои хешро мегузаронид. Манасян, ну что я скажу, это выдающийся наш футболист Вазген. Я никогда не забуду, я уже тренер, Тунис главный тренер, я помогаю. Играем мы в Орджоникидзе. А Орджоникидзе тогда тренировал Андрей Иванович Зазроев, который у нас работал с нами 1,5 года. Уникальный, удивительный человек. Человек развит был. Он тогда тренировал Орджоникидзе. Спартак Орджоникидзе. И они нас возят. Ребята пластаются, все. И здесь они так увлеклись, почти все убежали вперед, забивать, выигрывать надо. И здесь мяч выбили, и мяч только вот центральная линия поля. И мяч так опускается, падает, подскочил, и Манасян с 1,45 м увидел, что вратарь вышел из ворот за штрафную. Не стал, он мог бы там убегать, все такое, он своей внешне, как дал его туда 45 и забил, и мы 1-0 выиграли. Он комбинационный футбол понимал, пас мог играть, все, и индивидуально сильный был. Он тоже такой, с юмором. Ну, в общем, очень хороший был футболист. июли 3 соли 1983 ба ҳайси сармураббӣ ба дастаи Помири Душанбе меояд. бо омадани ӯ ба ҳайси сармураббӣ як қатор бозингарони ҷавон ба ҳайати асосӣ роҳ ёфтанд. Вазген аз шумори онҳо буд. Юрий Павлович, когда пришел, очень много закончили там. Шазамов, Раимджанов, Кузнецов, Мосягин. Кому уже было вот по 29, по 30 лет. Он что сделал? Он вот Рашид Рахимов, Юра Батуренко, Манайников, Витютнев, Шеренбеков, вот этот плеяду из Бадулаев, 63-64 год стал уже подпускать к основе, и вот они, вот это его вот заслуга, может сказать, что вот эти 6-7 человек он пустил, и чуть-чуть мы стали немножко играть, по-другому немножко.
уже 84-85 год появилась вот по мне, у меня, не самоуверенность, а уверенность, что мы дома выиграем, да, и уже получали удовольствие от своей даже игры, что мы хорошо играли. И стал уже народ ходить. То до этого было все-таки по щами, я скажу, очень такая. А вот 4-й, 5-й и потом уже 6-й уже стал народ ходить, потому что Памир стал играть. Даже был такой заголовок, когда спортивных изданий было мало, газета «Известия» написала: фирменный счет Памира дома 4-0. Это центральная газета. Да, фирменный. Поэтому Юрий Павлович вот это. Ну, 2,5 года проработал. Видно, скорее всего, и он это знает. Трамплин, наверное, отсюда пошел. Здесь он как тренер стал, заслуженный тренер Таджикской ССР. И у него трамплин пошел, и он добился, видите, какие результаты. شانزدهم می سال 2023 مکتب فوتبالی بچگانه شریف نظرов. شریف نظرов از سال 1986 سرمربی دسته پامیر دوشنبه انتخاب می‌کردند. آن وقت وزگین منسیان یکی از فوتبالبازان شناخته دسته دانسته می‌شد. Ну, Манасян, это сыночек нашей команды был. Вазген Манасян, это тоже один из нападающих, игрок, который всегда находился в самый нужный момент, в нужной точке, поставить ногу и забивал. Очень много забивал мячей, потому что иногда вроде ни с того ни с сего оказывается в таком месте у ворот, где только подставит ножку, забивает мяч. Поэтому тоже один из бомбардиров. Но Вазген Манасян, он вообще тоже с юмором, шутил очень много. Тоже один из лучших футболистов команды «Памир». Манасян, он, хотя говорят, что он не бегал, но он хитрый, да, хитрый и завел такие голы тоже. Ну, такой, можно сказать, умный игрок. Он тоже наколотил там, по-моему, больше 100 голов в первой лиге. Сява, зашибу аккуратно, у меня же торт. Ой-ой-ой, вот они звезды. Дайте мне мяч и больше. Не, попадите мне в ногу. Он сам отлетит, я не могу. Так что это, погода, видишь, какая, Сява? Вот, смотри, какая форма у него. Модный парень, модный. محسن محمدیف اساساً سال 1984 به هیئت دسته پامیر پیوست. همچون حمله‌ور عادتاً همراه وزگین منسیان تمرین می‌کرد. А у тебя не делается так? Бурсит? У меня прям так, как будто вот гречка, рис вот так делает, гречка. Бурсит, это надо смена грунта, аккуратно. Это смена грунта. У меня от резинки, от этого, потом бегали, я ходить не мог, боль страшная. Так что пойдем пообедаем дома. Когда я пришел в команду «Памир», Шариф Назарович как бы назначил шефство, кто опытный игрок, и получилось так, что Вазген Манасян взял шефство надо мной. И все время я очень много проводил время с ним и тоже очень много научился. Были такие моменты, они же все опытные игроки, я же молодой. И там, если прострел идет, допустим, слева, значит, ближнюю закрывает Турсунов, там чуть дальше Манасян. А мне как бы, я не знал, куда мне это. Я туда пойду, они мне говорят: молодой, ты куда? Ты где?
И я все время, получалось, стоял за Вазгена, за Манасяна. И если мяч пролетал, и Турсунова, и Манасяна, то получалось, он ко мне приходил. И я так добивал, и они друг на друга смотрят, говорят, что-то непонятно, молодой, откуда он, где стоит. Они мне говорят, ты дальше стой. Ну так, они в шутку говорили. Очень часто при прострелах, но они же авторитетные, опытные, я не мог же вперед них прибежать или пробежать, я в сторонке стоял. Ну, надо отдать должное, что Валера Турсунов, что Вазген, как бы они меня приняли. Видимо, какая-то химия произошла. Потому что сколько было футболистов, но они или их не принимали, или по человеческим качествам не подходили, по игровым качествам. И вот с Вазгеном у нас вообще было тоже взаимопонимание. Без слов мы понимали друг друга. در موسم سال 1986 وازگن منسیان با 27 گل بهترین نشانزن در لیگ اول فوتبال اتحاد شوروی می‌گردد. Забил Вазген Манасян. 100-й гол я забил в этом. Играли мы в Ростове, такая команда была Ростельмаш. Как сейчас помню, Абдугапор Сатаров подал с левой стороны, и я головой в прыжке замкнул передачу, мы выиграли 2-1. Вот этот 100-й гол. Не всем удавалось даже в первой лиге забить 100 мячей. Там всего, наверное, сейчас их сколько? По счету человек 8-10 всего забил. Вот это было приятно, что попали. Валера уже был молодец, Валера Турсунов. Он уже был в этом клубе сотых мячей. Вот я забил. وازگن منسیان 31 می سال 1987 هنگام بازی با تیم رستلمش گل صدومین خود را در لیگ یکم فوتبال اتحاد شوروی به ثمر می‌رساند. بعد از والری تورسونوف در تاریخ فوتبال تاجیک دومین فوتبال بازی است که در لیگ یکم اتحاد شوروی بیش از 100 گل به ثمر رسانیده است. Вазген Игнатович Манасян — это тоже один из легендарных нападающих. Можно сказать, он после Турсунова второй, кто забил за 100 мячей, 120 мячей забил. Человек, который не обладал, можно сказать, таким сильным ударом, не обладал такой сильной скоростью, можно сказать, как это. Но у него было чувство гола. И он всегда находился там, где надо, возле ворот. Любой отскок, любое добивание, если мяч летит в штангу, там рядом, значит, Вазген. Мяч, если вратарь отобьет, опять там Вазген. И у него было такое интересное строение ног. Он все время бил внешне. Что с левой, что с правой ноги вратари вообще не ждали. Потому что человек, если бежит, мяч у него под левой, он с правой внешне бил, это вратарь вообще не понимал, как так можно. Мяч под левой ногой, оттуда он правой внешне бил. Или наоборот, с правой, под правой, левой мог бить. И причем он бил не так сильно, но мяч всегда залетал в сетку. Про Мухсима Мухаммадиева. Мы играли в Москве, по-моему, не буду, по-моему, с ЦСКА или с кем-то. Жили в гостинице. Игра была на следующий день, по-моему, и мы в номере у него. А номер там площадка, кровать и небольшое такое пространство, наверное, 1,5 на 1,5 или 2 на 2. И что-то заговорили. И он говорит, я здесь набью, говорит, 500 раз. Я говорю, не набьешь. Он говорит, набью. Ну, я посмотрел, там, нереально, да, пространство маленькое. Я говорю, только не одной ногой, а раз-два. Каждый раз разная нога. Он говорит, давай. Ну, я сел спокойно, думаю, все, выиграл. Он 500 набивает. Я говорю, да что-то не то,
давай еще раз. Он говорит, сколько? Я говорю, еще раз 500. Он еще раз 500 набил. И получается, 1000 раз он набил. И я ему проиграл. Вот в таком пространстве. Вот до сих пор вспоминаем, говорю. Он говорит, хочешь сейчас? Но сейчас я говорю, нет, я с тобой не буду уже спорить. Ты меня обул тогда, обыграл. Проиграл 100 рублей. 50 рублей и 50. Ну, 100 рублей это были хорошие деньги. На 100 рублей можно было хороший костюм взять, там еще посидеть, поужинать. Где-то это после 86-7 года вот так. октябрь соли 1988 дастаи футболи Помири Душанбе дар бозӣ бар муқобили тими Даугаве Рига 2 давр пеш аз анҷоми мавсим бори аввал дар таърихи футболи тоҷик ба Лигаи олии футболи Иттиҳоди Шӯравӣ роҳ хат мегирад. ин воқеа яке аз рӯйдодҳои муҳими варзишии он давр ба ҳисоб мерафт. Это звездная команда была Памира. Эти игроки были все, их можно по фамилии: Фузайлов, Турсунов, Манасян, Манаников, Муродов. О них много, может, это Батуренко Юрий, это Долганова. В общем, об этих ребятах это великие, как будем говорить, для команды Памир, для таджикского футбола они сделали очень многое, отдали футболу. И эта команда показательная команда. Именно на них можно равняться нашим молодым футболистам, когда душу надо вкладывать в футбол. Жить футболом нужно молодым ребятам. Вот как они жили в то время, в свою бытность, когда они играли. Потому что они без футбола не чувствовали себя, не могли. Без футбола им тяжело было жить. Поэтому они всегда в игре были. И в жизни, и в футболе. Постоянно в игре они находились. Памятный гол Даугаве, наверное, когда в 1988 году мы выиграли 2-0. Александр Азимов забил первый гол, второй я забил, и мы досрочно вышли в высшую лигу. Это было приятно. Вот это второй эмоциональный, наверное, момент. Я даже не скрываю, слезы пошли в раздевалке, мы сидели, как бы не опустошенные, но от радости и от эмоций аж слезы пошли. Что мы столько лет все говорили, Памир, давайте высшая лига. И совместно мы эту задачу решили все. И игроки, и на тот момент республика, тогда был Лучинский, второй секретарь, Кашлаков Сауминов. Они очень много, и мэр города, и министерство вот, торговли. Все делали, лишь бы команда вышла. юрий Батуренко дар дастаи Помир таҳти рақами 8 бозӣ мекард. вазифаи ӯ ҳангоми бозиҳо таъмини ҳамнаварон Мусин Муҳаммадиёв ва Вазген Манасян бо тӯб дар ҷаримагоҳи рақиб буд. Ну, я могу рассказать, как он гол один забил, который я, честно, не видел ни до него, ни после него такого, как он забил. Он бежал с мячом, я не помню, с кем это было. Он с этим мячом был, а у него кривые немножко ноги, косолапые. Но для вратарей соперника это была самая большая проблема. Они не могли эти удары взять. И он бежал, покатил этот мяч. И я помню, что вся команда соперника бежала за этим мячом. Вратарь бежал. Мы бежали его добивать, все бежали выбивать. Никто не успел, он перекатился через линию и остановился. Это было здесь, на стадионе Фрунзе. Мы его после этого вообще... Ну это, вот, я говорю, это какой он форвард был. Он, Турсунов, это... от Бога. дар лигаи олии футболи иттиҳоди шӯравӣ аз оғоз кори Вазген Манасян чандон барор накард. бардоштани ҷароҳат дар оғози бозиҳои мавсими соли 1989 муддатҳо ӯро аз задани голҳои дигар бенасиб кард.
عمان در دوام 3 موسم لیگ اولی 4 گل به ثمر رسانید که او را به حیث حمله‌ور قانع کردن نمی‌توانست. В рядах «Спартака» легкая паника. Ошибаются защитники, и Манасян с близкого расстояния сравнивает счет. У обеих Ну, команд высшая лига так, сил тяжеловато. силы. Конечно, класс футболистов, многие хороший уровень высшей лиги считался где-то, наверное, 6-й в Европе был Советский Союз, 5-й, 6-й. Это сейчас Россия там 8-я или какая-то, 7-я, 9-я. А тогда был приличный, ну, все республики сейчас они, и кто в Европе, кто в Азии играют. Не знаю почему, но я не люблю приходить на стадион. با ستاره فوتبال ازبکستان عظمت عبدالرحیموف در ورزشگاه پختکار بخوردیم. عظمت هنگام در رسته پختکار تاشکند بازی کردن برای منسیان و دیگر همدستهایش همچون رقیب به حساب میرفت، اما با دعوت شریف نظرов در موسم سال 1991 و 92 به هیئت پامیر پیوست و با وزگین منسیان در چندین بازی ها اشتراک کرده گل‌ها نیز به ثمر رسانید. Правда, хозяева поля сравняли счет только во втором тайме. Точно пробил поворотом Абдураимов. Кстати, он был одним из самых активных. Вазген немножко старше поколения, но я всегда удивлялся. Это вот тот игрок, который такой же бомбардир, нападающий, который, не обладая какими-то сверхъестественными качествами физическими, да, он не обладал таким мощным ударом, как вот Геннадий Красницкий в Пахтакоре, там, или дриблинг такой, как у Хадипанакиса там, или у Владимира Буцаева. Но Вазген – это вот настоящий бомбардир, который в штрафной площади, он король. Он использует любой момент, и у него есть природное качество – это чутье гола. То есть он оказывался там, где в нужный момент, где надо было подставить ногу, подставить голову, подставить ухо, подставить еще какую-то часть тела, но мяч в спину, но мяч залетал в ворота. Поэтому Вазген, ну, это легенда таджикского футбола. Серебряной награды «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от Памира 1-5. Даже самые смелые прогнозисты, очевидно, были шокированы таким результатом. سال 1991 پیروزی هنگاموی کلوب فوتبال پامیر و اسپارتاک شهر مسکو با حساب 5-1 باعث محاکمه‌های زیادی وسایل اخباری عامه و مخلصان شده بود. به این هم خود فوتبالبازان اگر سر کار به کوچه می‌برآمدند در حلقه مخلصان در می‌ماندند. هیچگاه آزادانه در کوچه‌های شهر سیر و گشت کردن نمی‌توانستند. منسیان نیز یکی از آنها بود. У меня приехал, это не секрет, я ребята, у меня друг приехал с Москвы, а я жил где спортовали, за спортовали девятиэтажкой напротив ЦК партии. И мы с ним, он у меня остановился, мы с ним пошли в ЦУМ. И переходили дорогу, троллейбус остановился возле ЦК, троллейбус. Водитель вылез и кричит: «Памир, молодцы! Спартак 5-1, молодцы!» Он аж сам удивился, он говорит: это представляете, на Красной площади остановится и по тем временам кричать там кто-то. Он говорит, и потом на рынок заходили, там вообще невозможно. Не только меня, я сейчас про себя говорю, да, но не только меня, всю команду. Если на рынок попадали, там выйти трудно. И я супруга один раз пошел, она сказала: я больше с тобой на базар ходить не буду, потому что выиграем — не отпускают болельщики, проиграем — то же самое, не отпускают. И где-то я, наверное, минут 50, час бывало. با پشت خوردن اتحاد شوروی در قطار دیگر ساحه‌ها لیگ فوتبال یگانه اتحاد شوروی نیز
ба парешонӣ рафт. футболбозон ки муддатҳои тӯлонӣ дар як даста бо ҳам унс гирифта буданд, акнун як парешон мешуданду ба чемпионатҳои дигар мерафтанд. Вы знаете, мы были сейчас, как сейчас помню, мы были на сборах, по-моему, в Бишкеке. И информация прошла, что все. Сначала хотели первенство СНГ сделать, а потом россияне отказались вроде бы. И мы товарищескую игру играли с Алгой. Как сейчас помню, они 5-0 нас, по-моему, выиграли. Это зимой было. Мы уже не готовились, ничего. И потом сказали, начинается чемпионат Таджикистана. И Саша, администратор Бараев, в Ташкенте, самолет ждал нас. Мы с Фрунзе приехали в Ташкент, прилетели, и первую игру играли здесь Хаджен, по-моему. По-моему, 4-1 выиграли. И у всех уже настроение было, потому что Муксим ушел, Хаким ушел, Батуренко ушел, Вася Паснов уже Семин забрал. Они уже там. И уже каждый думал, потому что все-таки, не хочу обидеть, но класс уже немножко понижался, а еще сил много, еще молодые все. И вот это было обидно, конечно. И в этом я сыграл 6 игр или 7, 6 мячей, что ли, забил. И уехал в Санкт-Петербург. рустам забиров ҳамчун ҳамлавар баробари ба лигаи олӣ баромадани дастаи помир ба ин тим пайваст. ҳангоми бозиҳо гоҳо Вазген Манасянро ҳамчун ҳуҷумкунанда иваз мекард. ҳоло Рустам Забиров дар академияи бунёдкори шаҳри Тошкент фаъолият дорад. Мы с Манасяном, можно, если я начну сейчас рассказывать, сколько у нас было, я, Муксим, Манасян, это книги не хватит. У нас столько воспоминаний. Мы когда вот встречаемся, мы вот ветераны где-то встречаем. Муксим часто приезжает, и мы где-нибудь сидим, мы вспоминаем. Ну, у нас с Муксимом много воспоминаний. Мы в спорт-интернате 3 года. Там очень много смешных историй. Мы любим вспоминать. С Вазгеном вспоминаем, как мы на сборах. На сборах же мы постоянно, у нас стол был, за столом у нас Рашид Рахимов любил всегда. Вот придешь, если ты опоздал, все, у тебя творог соленым был. Он обязательно там соль подцепит, сядет, как будто него, вот, смешно вроде бы. Ну, такие вот разные друг с другом шутки у нас всегда было. А с Вазгеном, я же могу рассказать, что мы всегда любили играть Вот как сейчас любят играть, команда на команду. Одна команда бьет, другие ловят, потом поворачиваются. Мы пару на пару, я с Муксимом, а Александр Азимов с Вазгеном. И вот мы всегда, у Азимова удар, конечно, бешеный. Нам часто приходилось с Муксимом поворачиваться, но иногда и мы выигрывали. И 2 великих футболиста тоже поворачивались. Вот это мы часто вспоминаем. Вазген Манасян массируется, выходит на игру, записывается все. бозии дӯстона байни собиқадорони дастаи помири душанбе ва спартаки шаҳри Москав. Вазген Манасян дар утоқи либосивазкунӣ барои ба майдон баромадан омодагӣ мегирад. ин бозии дӯстона 27 октябри соли 2014 сурат гирифт ки Вазген Манасян таҳти рақами маъмулии худ яъне 10 ба майдон баромад. инҷо на танҳо бозӣ буд, балки хотироте аз рӯзгори гузаштаву имрӯзи варзишгарон буд. Спартаки Москва онро аз нимаи майдони худ оғоз мекунам. Пятницкий, Шмаров, бозии ин даста ба пеш мераванд. Кто играл в Памире, начиная я не беру то поколение, я беру поколение, которое вышли. Все очень прилично. Были ГЭС, был Гулям, был Турсунов с нами был, но он выше уже не был.
Там был Кириленко, Черевченко, они звезды, да. Я говорю, ну то поколение, которых вот, начиная с 88 года, как мы вышли, все звезды. Для меня они все звезды. Сильнее, я не знаю, я не хвалюсь, но республика только начинает, после такой много война шла. Это. Но уровень футболистов все равно до такого, как Турсуна, как Азимов с таким ударом нет. Я себя не буду даже ставить. Как Муксима нет. Хотя это не секрет, может они будут, появятся. вазген Манасян баъди он ки соли 1992 аз дастаи Помир рафт, муддате дар шаҳри Санкт-Петербург дар клуби футболи Зенит бозӣ кард. аммо бо сабаби ҷароҳат бардоштан натавонист ки дар ин даста боқӣ монад. дигарбора ба Душанбе омаду ба табобат машғул шуд. дар ҳайати мунтахаби футболи Тоҷикистон як бозӣ ҳам анҷом дод. баъдан дар яке аз дастаҳои лиги якуми Украина Ворскла муддати 4 сол бозӣ кард. соли 1996 карьераи футболии худро дар дастаи лигаи якуми Россия Индустрия ба анҷом расонида, дигарбора ба вилояти Полтаваи Украина рафта дар яке аз дастаҳои маҳаллӣ ҳамчун мураббӣ кор кард. дар дастаи Волочанин Ратмир, Новоросийск, Колос фаъолият дошт. соли 2011 сармураббии дастаи Локомотиви шаҳри Тошканд интихоб мегардад. дар байни солҳои 2013 ва 2015 ҳамчун ёрдамчии сармураббӣ ҳамроҳи Муҳсин Муҳаммадиев дар мунтахаби футболи Тоҷикистон фаъолият менамояд. баъдан то хуруҷи бемориаш дар ҳайати мураббиёни Локомотиви шаҳри Тошканд фаъолият дошт. нимаҳои аввали солҳои 80 вазген бо Ирина Фиридонова ном бонуи оила бунёд мекунад. соҳиби 2 фарзанд мешаванд. фарзанди калони Олга табиби кӯдакона аст. писараш бошад Арсен соҳаи падарро ихтиёр кардааст. соли 2009 ҳамсараш Ирина дунёро тарк гуфт. фарзандон бошанд ҳоло дар вилояти Полтавскии Украина зиндагӣ доранд. Полетел я в Минск, врачи обследовали, говорят, можно резать. Поэтому я и так спокойно, с одной стороны. Не скажу, что сильно. Да, конечно, рак. Ну, я сдал все анализы, МРТ, брюшной полости, МРТ малого таза. В Минске сделали операцию. 9 сентября 2021 года сделали операцию. Дочка прилетела с Украины, приехала в Минск, со мной месяц там пройтись. Я около месяца там был, она готовила мне, там же диета была, и она со мной была. Спасибо большое ребятам, одноместная у меня палата была, все помогли. Ну, это дорогостоящая операция, дорогостоящее лечение, что в Ташкенте помогли. Вот, я еще раз говорю, Федерации футбола огромное спасибо Таджикистана. Они мне помогли и финансово, и морально, и звонили, я разговаривал. Поэтому всем ребятам, вот я говорю, большое спасибо всем моим знакомым, друзьям. Если бы не их помощь, мне было бы, наверное, сложновато. шаҳри Тошканд 4 август соли 2023. Да ничего, ну как дела дома? Ну ничего, вроде бы еще сейчас. Сейчас вот после мне сделали еще одну операцию на толстую кишку, поэтому делаю химиотерапию, вроде бы тут, дай бог, нормально. Пока безработный, но дай бог, если все будет нормально. Ну, я прожил и живу хорошей жизнью. Добился того, что хотел. Тренером был, есть. Правда, сейчас может быть только не главный, потому что
Ну, болезнь такая, немножко время уходит. Ну, где надо, помогаю, где надо, подсказываю. Жизнь удалась. У меня удалась. И дай Бог всем, чтобы кто что задумал, что сбылось. دویوم می سال 1991 شهر دوشنبه مراسم خیربادی وزگیر منسیان با مخلصان پیش از بازی با دینامو کیف در دایره بازی‌های لیگ عالی چمپیونات اتحاد شوروی عاید به فوتبال. Сегодня мы провожаем много лет очень преданного футболиста этой команды, Вазгена Манасяна. Это были проводы мои. Я 6 лет назад сказал, ты уже старый. И он меня назад позвал, вот я вернулся в 91 году, в конце я вернулся. Играет в команде «Памир» с 1979 года. Сыграл 12 сезонов. Провел за команду более 400 встреч. Забил в первой лиге 120 мячей. В 1986 году, забив за сезон 27 мячей, был обладателем приза «Стреляющая гульца». Я думаю, ничего нереального нет в этой жизни. Есть желание, самоотдача и труд. Благо, процветание. В стране самое главное процветание. Будет страна процветать, и футбол, и другие виды спорта будут процветать. И низкий поклон всем, кто меня помнит, болельщикам всем. Большое спасибо за ту теплоту, которую вы до сих пор, где меня встречаете, меня узнаете. Вот, Вазген Манасян, Вазген Манасян. Вот это значит в жизни я что-то добился, и признание народа – это самое главное для меня. Ну, наши тоже много были. Война. Фотки не начали. Не, война بار آخر با وزگین منسیان در یکی از خیابان‌های شهر تاشکند واقع صحبت ما با او و رستم زبیروف از هر خصوص بود. هنگام ودا گفت که با ما خیر خوش نخواهد کرد، چرا که باز وا می‌خوریم. شاید، اما کی و در کجا؟ Как хотите. Вот, что хотите. Я не прощаю. 5 числа созвонимся.